Зима в Крыму уже сдает позиции. Пора готовить сад к весне. Если этого не сделать вовремя, не стоит рассчитывать на хороший урожай. После зимней спячки деревья необходимо приободрить и укрепить, а также правильно разбудить. Февраль – лучшее время для этого. Независимо от погоды, в чьих жилах течет кровь батыров, они должны выходить в поле, в свой огород и сделать обследование. Обсмотреть крону своих деревьев, все болезни и все вредители в зимнем покое. Поэтому существуют специальные препараты против зимней стадии вредителя и бордоская смесь для, профилактики грибковых заболеваний. Следующий этап – обрезка деревьев. Это важная операция по уходу за садом перед наступлением весны. От обрезки в значительной степени зависят внешний вид и состояние деревьев, а также урожайность и качество плодов. Вы должны понимать, во-первых, какие это ветки. Чтобы делать обрезку, вы должны понимать, какие это почки. Вот, например, вот видите, почка округлая. Это цветочная. А если почка, она вот такая вот острая, значит, из нее пойдет веточка. Если вы хотите, чтобы ваша ветка пошла дальше, то вы ее останавливаете на вегетативной. Отсюда пойдет ветка. А если вы хотите прервать, чтобы оно дальше уже не шло, тогда его останавливаете на цветущих. В цветущих ничего не будет расти, они просто дадут плоды. Когда вы уже обрезали дерево, когда вы сделали обработки, когда побелили, вы здесь больше уже не ходите и не топчете. Поэтому имеет смысл его окопать. В данном случае вы даете корневой системе воздух. Обязательный и немаловажный этап – очистить свой сад от мусора и вредителей. А вот это вот у нас называется приствольный круг. Вот это ствол, а это приствольный круг, в котором не должно быть ни опавших листьев, а тем более старых плодов. В этих плодах мицелий, споры всех настоящих мучнистых роз, клистоспориоза, она же дырчатая пятнистость, манилиальные гнили. По словам агронома, если своевременно и качественно выполнить все эти простые рекомендации и работы, ваш сад будет заряжен энергией и жизнью, а самое главное – будет радовать вас богатым урожаем.